рамках второго тура иммунизации от полиомиелита в Ингушетии планируют привить более 70 тысяч детей от 3 месяцев до 10 лет. Все необходимые препараты в наличии. Прививочные кабинеты открываются 3 апреля ровно в 9 утра. Будет твердый коллективный иммунитет или нет, зависит от результатов предстоящего второго тура вакцинации от полиомиелита. Прививать будут также живой полиомиелитной вакциной и препаратом пентаксим широкого действия, который дает защиту сразу от 5 опасных инфекций. Те дети, которые привились в рамках первого тура в марте, должны получить еще одну вакцину сейчас в апреле. Тогда эффект станет закрепляющим. Специалисты надеются на ответственность и самосознание родителей. Вакцинация необходима. Опасность распространения вируса все еще остается. На территории нашей республики до сих пор продолжает циркулировать полиовирус вакцинного происхождения в сточных водах. Центр гигиены и эпидемиологии Республики Ингушетия отбирает еженедельно, ставит сорбенты, и сточную воду мы отправляем на исследование в Ставропольскую лабораторию. И до сих пор у нас циркулирует полиовирус вакцинного происхождения в сточной воде. Поэтому просьба к родителям, обращение к родителям. Хотелось бы сказать, что необходимо привить своих детей в рамках вот этой туровой иммунизации. В рамках первого тура иммунизации в Ингушетии привито более 42 тысяч детей, что составляет 62% от общего республиканского плана. Конечно, этого недостаточно. Чтобы остановить распространение вируса, необходимо привить 95% из общего количества подлежащих вакцинации. Каждая вакцина по-своему эффективна. К примеру, живая помогает быстрее достичь нужного эффекта. Те дети, которые не вакцинированы, они будут прививаться инактивированной вакциной. Те дети, которые уже получили в рамках нацкалендаря инактивированную вакцину или 2 или 3 раза, они будут прививаться живой оральной вакциной. И хотелось бы сказать, сколько бы прививок мы не получили бы, всего только вот эта живая оральная вакцина, она может остановить циркуляцию вот этого вируса. И нам нужно охватить как можно больше детей вот этой именно оральной живой вакциной. В рамках второго тура, как и первого, будут открыты прививочные кабинеты во всех медицинских учреждениях, а также для удобства родителей и детей привлекут мобильные бригады медиков с переносным холодильным оборудованием. Они будут выезжать в школы. Итогом первого тура ни одного осложнения у нас в республике не зарегистрировано. Даже если бывают осложнения, они бывают незначительные. Это покраснение в месте введения укола, это после инактивированной, и незначительное повышение температуры, но у нас в республике обращений по поводу осложнений не было. Каждый ребенок имеет право быть здоровым, и мы, родители, должны принять участие в этой вакцинации и своих детей, не отказываться от вакцинации и привить своего ребенка. Как будет организован учебный процесс школьников, станет известно уже на следующей неделе. Непривитые дети, воспитанники детских садов, пока сидят дома из-за угрозы распространения вируса от привитых сверстников. Как известно, после вакцинации живой вакцины в организме остаются частицы вируса. Поэтому ребенка нужно изолировать. Лина Цычоева, Джамалил Сутыгов, Новости 24.